Так, ребят, закрываю машину. Сегодня 1 августа. Выехали за грибами. У меня ребята уже, 2 сына, уже пошли по лесу. Сейчас я их догоню. Будем собирать грибы. С нами еще Тулан сегодня. В общем, такой поход. Айду я оставил. Вдоль дороги, где-то километров 5, наверное, поднимемся и обратно придем. Вот такие планы на сегодня. Так, Тулан кого-то залаял. Белку, наверное. И ушел. Тула! Куда снова ты? Вон он, красавчик. Давай ищи. Корч, Тулан, корч. Кого там лаешь? Кого лаешь? Пошли. Давай по дороге сейчас пойдем, догоним. У меня старший сын сейчас приехал. Сейчас в походах еще. В походы с ним будем ходить. И с Никитой. Вот такие делишки. Возик там оставил, в тени. Нашел, ребята, один красноголовец, не очень такой крупный. И смотрите, путники. Это уже для соления грибы пошли. Вот, смотрите, какие они хорошие. И там еще. О. И очень хорошие они. 2, 3, 4, 5, 6. И вон там еще 7. Но это какой-то мягкий. Черники вон сколько тут. Черники много. Тоже кустик такой. Ну, на всякий случай я это все возьму. Конечно, для соления грибы надо собирать пестер или ведро какое-нибудь. В пакете они, конечно, могут разбиться, но буду нести аккуратно. Ну вот, одну тарелку уже можно из этих грибов закуску сделать. Так, ну вот, идем дальше. Первая находка, такой полпакета, блин. Такой, думал, много грибов сегодня не найдем. Только пакет взяли. Надо было хотя бы одно ведро взять. Значит, выход уже пошел у грибов для соления. Вот она, живая природа, ребята. Деловые муравьи. Сегодня тепло на улице. 1 августа. И яйца таскают свои там, туда-сюда. Внимания не обращают. Ни на кого. Свое дело делают и все. Разбитый муравейник. Здесь медведь, наверное, разбил. Летом или весной, не знаю когда. А еще не отремонтировано муравьями. Мои парни уже вон там. Кроме поганов пока ничего нету. Какая-то поганка, вон как выглядит она. Не знаю, что за поганка тут. Вот еще для соления, в принципе, на вид уже не такой хороший. И там поганки, но чуть-чуть поганки. Выход уже есть. Встречались красноголовые уже гнилые. Старый выход был. Желтая шапка. Шляпка такая. Не знаю, что за грибы. Метров 400, наверное, уже по тайге бродим. Разошлись все. Никита по дороге идет. Денис идет с левой стороны от дороги, я с правой стороны. Так, вверху и поднимаемся.
в надежде найти что-нибудь. Тулан дыгает где-то. Сегодня солнечно. Связь еще тут ловят. Кто звонит. Так, ребят, надо зафиксировать. Вот маховик. Такой, не очень скажу, что крепкий, но он без червей. Видно, он без червей. И пока я этот гриб тоже возьму. Как-то нам надо собрать на жаркое. Не знаю, наберется, нет. Сейчас и Никите еще один гриб. Никита еще нашел. Не густо. Маховики обычно кучами там выходят. Вот. И тут место тоже хорошее. Чуть-чуть сыровато, но и в то же время сухое. Не бор такой, а вот. Обычно я тут собираю. Я всегда хожу по одним и тем же местам. Уже знаю, где что можно собрать, в какое время. Сейчас уже 1 августа, в принципе, грибы должны выходить, потому что ночью уже темнеют. Ночи темнеют и прохладно по ночам. Но что-то не то, пока выхода мало. Вот эти желтые грибы, очень много их. Вот эти желтые шляпки, поганки. Дофига. Сейчас бы на первую избу там места тоже знаю. Лисички выходят. Поганок уже. Выход поганок уже есть. Значит, и нормальные грибы пойдут. Ребят, дофига поганок вышло. Но нормальных грибов нету. Еще такие новости у меня. Вчера мы ездили в район. И, знаете, где-то с километр нам оставалось до села Зулаб. Кто живет, кто смотрит, тот знает. Да, многие знают из подписчиков села Зулаб. Короче, не доезжая, где-то с километр перешел лось. Спокойно, знаете, без суеты, без ничего. Вот, спокойно себе нюхтя голову спустила. Конечно, далековато было, чтобы заснять. Ну, доехали до того места, где он дошел в лес. Я сбавил скорость, там спокойно там проехал. В надежде увидеть, заснять его. Все подготовленные были с фотоаппаратом, ну, с телефоном, видео, чтобы заснять лося. Но он как-то спрятался. Да и не останавливались, мы дальше поехали. Вот так. В этом году я уже видел 2 медведей. Ну, по одной 2 раза. И сейчас вот лося видел вчера. Может, в нашу сторону рванут из Сибири. Кто успеет из животных. Лоси, белки. Там такие пожары идут. И самое главное, правительство не тушит. Что самое обидное. Докатились. Так что не надо больше выбирать Путина. Я так думаю. Пришло время сменить президента. Это край уже. Хуже некуда. Вроде нормально живем. В магазинах все есть. Продукты есть. У большинства людей машина. И в то же время, когда мы видим, что как относится правительство с людьми, к людям. Обидно. Тайгу надо тушить. А почему? Вот, скажем, показывают, хвалятся себя, что такие самолеты в России, пожарные там. Один самолет только на витрине. А толку от этих, как и на войне.
также оружием хвалятся, а воевать отправляют живое мясо. Вот такие дела. Много, конечно, хочется поговорить на эти темы, но неохота. О! Меня потеряли. Ребята впереди. Ну, вдоль дороги. Вон там дорога идет. Они вдоль дороги идут, а я параллельно дороге иду. Сейчас, Лохта. Вон Никита ждет. А Денис где? Впереди. Ну, давай, показывай, как там. Какой улов у тебя. Ах, уйди, Тулан. Ну-ка. Один гриб. Большой, мощный. Поганов много, но нормальных грибов нету. А ты что под ногами? А это у нас Валерия. Она сейчас на прогулке была, до речки ходили. Сейчас очередь у Тулана. Давно уже не снимал Тулана. Просили тоже заснять. Выйдем на дорогу и сейчас там ягелевые места начнутся. Еще там пройдемся до Курилки. Будем возвращаться. А, вон Денис. На дороге. Такой уголок тоже. Вон выход. Здесь гриб. Ну я сюда. Ой, блин, смотрите. Красота-то какая. Червей сколько. Но обычно тут волнушки выходят. Понимаете, вот ранее гриб выходил. Он сейчас что творится. Ранее выход был. Скажем, если на неделю раньше поискать грибы. Вон там тоже большой, мощный. И для соления там. Но, как и говорил, тут волнушка ли это, что за гриб, я не понимаю. Но у нас яхчер называется. Яхчер, путник. Вон еще один. Вот это сегодня я буду собирать. А прошлое видео я один гриб такой не взял. Единственный гриб был. Ну, на рыбалке, когда я грибы собирал. И пошли комментарии, что я грибов не знаю, что я еще такой-то. Что за народно? Да я все знаю, какие поганки, какие съедобные. Что я буду одним грибом делать? Я спрашиваю вас. Если собрать уже, чтобы хотя бы десяток. Вот сегодня я начал собирать для соления грибы. А тогда один гриб, что я этим грибом буду делать? И подозрение у меня было, что под шляпкой какой-то вот цвет интересный, красный какой-то. Я осторожный. Не буду я, если где-то в чем-то сомневаюсь, не буду брать. Ну вот это тоже для соления гриб. Это в последнюю очередь мы такие грибы берем. Ну вот. Ломаешь и выходит молоко. Это значит хороший гриб. Вот. Запомните. Сломал и здесь выходит такое молоко. Но сегодня я тоже буду это собирать. Это как бы дольше надо держать в воде, потому что он горьковатый. И некоторые 5 минут даже варят. Ну вот, поставил на плитку, сварил там 5 минут буквально, и можно уже солить. Горечь выходит с водой. Так. Ладно, буду всем напоминать буду всем, кто вот первый раз меня видит, как я собираю грибы, и считаю, что неправильно собираю. Я напоминаю всем, что плохие грибы я не беру, с червями я не беру. Чистоплотный человек называется такой, да? Если правильно, чистоплотный, брезгливый. Вот такой я. Ну да, но здесь я знаю, что выход хороший тоже. Вот. Ну, что-то
что не так. Пока маловато. Ладно, выходим, дальше идем. Там дальше чуть-чуть ягодовое место, но не скажу, что там грибы есть. Мало их. Тут рябчик ковырялся, видно. Ребят, не было такого, чтобы здесь летом шли ручьи. Дорога разбита. Смотрите, какая яма. Куда, интересно, вода идет? В эту сторону куда-то. Через песок, наверное, идет. Дырки вроде нету, не видно. Яма где-то с глубиной метр 20. Вот после дождей. Ручей такой здесь. Ну, обходят вот тут. Если по пьянке там проехать, можно попасть в эту яму. Так что небезопасно тут стало. Если забудешь про эту яму на середине дороги. Втроем идем, и Никита вон заметил. Ну давай, пробуй. Маленький такой, незаметный. Нормальный. Ну-ка. А ножка уже все гниль. Ну, вообще капец. Фу. Блин, опарыш я сказать, да. На кая валяш мейтат еще пуряла так все. Туй бокса бура видел. Так, они возле дороги пойдут дальше. А я чуть глубже зайду в лес. Параллельно дороге буду идти. Вот такая картина уже несколько раз видели. Ой. Уф. Вот так она. Это маленький. Может и повезет без червей. Ну, как обычно, белые грибы, боровики. На вид красивые, хорошие, но внутри с червями. Все бяки какие. Вон там Нива стоит, ягоды собирает, видно. Очередной боровик. Смотрите, какой красавец. Сейчас глянем, как обычно на... Давай, проверь. Чисто. Чистой? Да не может быть. Ну-ка, наполовину еще. Лучше дачей. Вон, чистота твоя какая. Чистая. Гниль. Только если на сушке или еще, да, и тоже там червей сколько, блин. Чистый. Не бывает такие грибы чистыми. Они только красотой людей берут еще. Фу. Ну нафиг. Чей-то мотоцикл стоит. Тут все тоже ручьем пошла земля. Даже на УАЗике тут не проехать сейчас. Это наша дорога. На первую избу, по которой ездим. Не знаю, если там только как-то по стороне, по боку. А здесь все. Скоро, наверное, придется забыть эту дорогу. Каждым годом все хуже и хуже становится, только на моторной лодке, если ездить. Это конечная точка уже в этом походе. Дальше мы не пойдем. Ну, набрали немножко грибов. Не скажу, что много. Практически нету выхода. Где-то ранний выход был и все. Сейчас переход еще посмотрю и... Ой-ой-ой. Это уже что-то с чем-то. 1 августа, ребята. Твою дивизию. Здесь даже ручья обычно нету. Все. Не проехать на УАЗике, ребят. Не проехать. Вот озеро выходит. Здесь такой маленький ручеек.
Ну, буквально там глубина 5 сантиметров. А сейчас воды сколько. И сейчас опять снова дожди были у нас. Очередные. И после дождей у нас вода начала подниматься. Сегодня ночью 15 сантиметров поднялась. И каждый день так. Это озеро. Пошли, пошли вот там. Давай, пошли. Давай. Иди, иди. Пошли, пошли, пошли. Пошли туда, пошли. Пошли. Мама, на. Пошли. Пошли туда. Лах, лах. Опять боится. Лах, 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 лах. Лах, лах. Я залез в воду. Лах, 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 лах. Лах, молодец. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Молодец, молодец. Давай, давай. Самостоятельно плывет, самостоятельно. Давай, давай. Давай, молодец, мам. Молодец, мам. Плюет, плюет. Поплыл куда-то. Лак, 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 лак. Если переплюет, может там остаться. Лак, лак, лакать, лак, лак. Ой, блин. Немножко поплавал, ты ладно. Если переплюет, может там остаться. Все, пошли. Купальный сезон открыт. Завтра один день, 2 августа. Свежую картошку надо попробовать. Ладно, пойдем обратно. Поход заканчиваем. Поход заканчиваем. Дальше снимать пока не буду. До машины, наверное. Тут разве что. Еще один гриб, может, найдем. Пошли, туда. Еще 2. Не урвато там. Старый настил. Это 100 лет этому настилу. Колхоз еще, лесопункт это. Дорогу делали. Значит, на кост люди ездили. Сейчас все, хана этой дороги. Пешком пройти даже трудно. Покемон, Монам горде. Лак. Лак. Пошли, Монам. Скучаем. Давай, никуда, скучаем. Если тарантар есть. Давай, Ловка, античка. Сиди дома, не гуляй. Сейчас еще покажем народу, сколько мы грибов собрали на этот раз. Ну, смотри. Вон, поснимай денег. Вот это мой урожай. Ну, здесь для соления путники такие. И такие красноголовики. Вон. Не знаю, пару штук, наверное. Этот пакет получается у Никиты. Ну, считай, 1, 2, 3, 4, 5 штук грибов у Никиты. На суп уже, будем считать, насобирали. И у Дениса тут еще. Мелкие, но тоже 5 штук. Один этот масленок или что там маслята. Непонятно тоже. Ну и красноголовики. Вот такие. Все. Значит, на этом, ребята, видео будем заканчивать. Тулан уже на цветы посадили. Немножко пособирали грибы. И все. Ждите следующее видео. А мы будем уже возвращаться обратно домой.
Здесь больше делать нечего. Грибов пока мало. Выхода свежего, выхода нет. Всем удачи и пока до новых встреч. Да, Тулан? Поедем домой.